В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Герои Отечества. Американский гость смог лично лицезреть всю мощь чеченских военнослужащих и по достоинству их оценить. В Грозном прошло масштабное построение бойцов силовых структур. Что сказал Рамзан Кадыров военнослужащим? Отдавая дань уважения. Возложить цветы в память о первом президенте Чеченской Республики, герое России Ахмата Хаджи Кадырова – это честь для гостей региона. Бывшему американскому морпеху-разведчику и военному эксперту Скотту Риттеру провели экскурсию в музее имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Семейная кинокартина. Мне очень понравилось, очень позитивный фильм. Так не хватает сейчас этой романтики. В грозненских кинотеатрах продолжается показ российского комедийного фильма «Холоп 2». Мадина Кураева расскажет, как зрители оценивают кинокартину. Серьезный разговор в непринужденной обстановке. Рамзан Кадыров встретился с известным антивоенным деятелем, аналитиком Скоттом Риттером, который второй день гостит в регионе. За накрытым столом бывший морпех и разведчик вооруженных сил США поделился своими впечатлениями от пребывания в республике. Стороны обсудили и международную повестку, подробнее в сюжете Лейлы Муртазовой. Рамзан Кадыров радушно встретил делегацию во главе с известным американским аналитиком Скоттом Риттером. Они побеседовали в непринужденной обстановке. Первым делом бывший морпех преподнес руководителю субъекта именной военный тактический нож. Гость выразил свое восхищение высокой боевой подготовки бойцов из Чеченской Республики, тренирующихся на базе Российского университета спецназа. Рамзан Кадыров отметил, что сотрудники региональных структур действительно прикладывают все усилия для своего постоянного совершенствования и регулярно оттачивают боевые навыки. Для этого руководством региона созданы все условия. Когда я был в мае, я смотрел Ахмат Пот, самый сильный солдат. Очень красивый, очень сильный, хорошо тренировать. Нас все тренируют. Если взял в руки оружие, то надо знать, как использовать его. Должен быть подготовлен и физически, и умственно и во все отношения. Поэтому мы очень стараемся, чтобы ребята не погибали, а выполняли свои поставленные боевые задачи. Над этим мы очень много работаем, закупаем любую технику, которая на вещи, которые есть, чтобы ребятам было легко в бою. Кроме этого, западный гость поделился своими впечатлениями о республике. По его словам, в Америке чеченцев и в частности Рамзана Кадырова считают опасными и страшными, но на самом деле реальность другая. Скотт Риттер отметил огромный вклад в становление мира и сегодняшнего процветания первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Граждане США даже не догадываются, что творилось в регионе и каким он был раньше. Сегодняшняя республика – это пример для других, как в короткий срок превратить руины в один из самых динамично развивающихся субъектов огромной страны. В Америке люди не знают, как реальный Чечения. В Америке через 20 лет только слышал, Чеченская республика плохо место. Вы самый страшный человек. Самый страшный человек. И вы тоже. Все. И только хочет... Он страшный, действительно. Только хочет убивать американские люди и все. Когда я визитный в Чечне, я знаю, это неправда. Это совсем другое будет правда. Каждый человек, мужик, женщина, я смотрел Чечню, очень приятно люди, очень приятно люди. Чеченские люди очень красивые люди. Это
потому что я не можно говорить, это сами, это мозг. Вчера. Мечеть. Самое красивое место. Но сегодня музей – это сильный момент. Ваш отец – самый сильный человек. Он историк человек. Руководитель субъекта в диалоге отметил и необоснованные действия со стороны американских властей, которые без каких-либо оснований накладывают на его родных абсурдные санкции. Он также подчеркнул, что и две военные кампании, прошедшие в регионе, не прошли без участия Госдепа США, которые всячески способствовали международным террористам. Та война, которая первая, вторая, это американская программа. Те арабы, которые приехали, они совершенствовали, владели русским языком, они знали полностью, изучали полностью, академии, генштаб, военные, полностью все знали они, лучше, чем наши генералы. И подготовлены были спецслужбами люди там, и не просто приехали там с улицы люди воевать. Они богатые, обеспеченные, ежемесячно приносили им доллары, красные кресты, другие разные организации помогали им, вывозили, завозили, все им на руку было. Потом обвиняли нас во всем. Даже не могли, если выставил охрану, вот видите, в Чечне плохо выставили охрану. Сейчас американцы сами выставляют охрану даже везде, и любое мероприятие, все, что есть, выводят вертолеты, самолеты, чтобы обеспечить безопасность. А когда у нас война шла, мы не могли с автоматом выходить на улицу. Вот он, убийца, с автоматом ходит там. Теперь все ходят с автоматами. Убивает Палестины людей, ни в чем не винных. Все молчат, никто не говорит ничего. А Чечне, всем было интересно, Кадыров убивает людей. Я отдал все за то, чтобы не убивали. Мой отец погиб, мои двоюродные братья погиб. Я один остался в семье, все погибли, в нашем роду очень много погибших. Я похоронил самых близких людей своих. И еще меня обвиняют, не только меня, мою маму. Никогда она в политике слова, вообще даже по телевизору не выступила. Даже слова не сказала про политику. Под санкции попала. Моя жена, которая домохозяйка, под санкции. Дочка несовершеннолетняя, тоже под санкции. Вот, исполняется 16 лет, сразу под санкции. Лошадь под санкции. Самолет чужой, который мы брали, аренду, часто брали, он за себестоимость давали аренду. Под санкции, человека проблему создавали компании. Рекорд Гиннесса зафиксировали, помните? Да, самое большое количество санкций на вас и ваших членов семей. Рекорд был. Официально приехали, зафиксировали, диплом дали. После дегустации традиционных чеченских блюд по завершению встречи гостей ожидало более грандиозное мероприятие. Лейла Муртазова, Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, находятся на священной войне, отметил Рамзан Кадыров, выступая перед военнослужащими на масштабном построении представителей вооруженных сил региона. Присутствовал и бывший американский морпех, разведчик и военный эксперт Скотт Риттер. Среди бойцов много тех, кто уже не раз был в зоне проведения СВО, и все они высказывали желание отстаивать интересы Родины. Репортаж Адама Магомедова. Более 25 тысяч сотрудников силовых структур, которые на протяжении долгих лет проходили специальную подготовку, собрались, чтобы продемонстрировать всю свою мощь и высокий боевой дух. Полностью тактически, огневую подготовку, медицину, полностью кечтину, кичиду. Каждый раз в центре массами амошту, аемошту, саю жват массу, стараться деш амберчу, тагандеш дена украл и свой, находится деш выжершен, это любое время кичиду, любой приказ, любой амчакдаха. Наше подразделение готово
выехать в зону специальной военной операции по первому приказу главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. И нам без разницы, куда выехать и с кем бороться. Поставлен один приказ, и мы его должны выполнить любой ценой. Рамзан Кадыров громко поприветствовал бойцов. Выступая перед собравшимися, глава региона поднял тему специальной военной операции, сказав, что против нацистов необходимо принимать жесткие меры, поскольку мирные переговоры с ними невозможны. Свой вклад в победу регион вносит с первых дней боевых действий и продолжает готовить новых бойцов. Для этого в республике сформированы новые батальоны и полки. Личный состав подразделений оснащен всей необходимой военной техникой и амуницией. Rázolt Jallóelően Firdaus Jalszmányra, hogy hallgatban csinálsz, szánidon, edadízsol, vajdon, óvstól, talandon, hogy ma ardinányzsában a labőcston, temspú, taman készlos severégió, vagy Republikáha, alhamdulillah, dalhasztam budon, szádon, ekonomikának kulcsna, olajocsa, náborok поддержкаешь шедона, Федеральный центр, Верховный Главнокомандующий, президент страны Владимир Владимирович Путин, полностью военноводящий во всех отношениях, полушкель, батальонщик, полкищу, а там ошке точно, большинство участники специальной военной операции, ближайшие дни, которые должны выехать на специальную военную операцию. И мы уверены, что в ближайшем будущем мы уничтожим это шайтанов, сатанизм, сионизм, фашизм и куклы этого наркомана Зеленского. Они другого не понимают, они хотят, чтобы в Украине не осталось мужского населения. И украинцы на это поддаются. Ну, если это так, то мы поможем побыстрее выполнить свое задание. Руководитель субъекта представил бойцам аналитика по международным отношениям Скотта Риттера вместе с дочерью Патрисией, которые ведут активную деятельность по пропаганде правды. К нам приехали уважаемые гости, мы их приветствуем. Они говорят правду, которую они видят на территории Российской Федерации. Прервав свою речь во время азана, как истинный мусульманин и подождав его окончания, Рамзан Кадыров продолжил выступление и отметил, что западные страны и в первую очередь руководство США ведет лицемерную политику, вводя множество санкций против России, обвиняя ее в незаконном вторжении на Украину, в то время как американские военные силы уничтожили не одно государство на Ближнем Востоке. В Америке есть такое понятие, они используют слово демократия, когда им нужно, когда они уничтожают целое государство, народы, и спокойно они говорят, что там появились какие-то террористы, или там кто-то ядерное оружие готовит, своих близких людей, которые они вместе воевали, вместе дружили. Вот берем, например, Саддам Хусейн и министр обороны Америки, они были близкими друзьями. Саддам выполнял их даже поручения, можно сказать, приказы выполняя, воюя отдельными государствами. Пришло время, не понравился им Саддам, они убили, оскорбляя всех мусульман, самый священный день для нас, мусульман. Сегодня в Палестине уничтожают детей, женщин, стариков. Мы видим, как они стреляют по социальным объектам, по больницам. Это они считают демократией. Все молчат. Если Россия защищает свой народ, если защищает свою целостность, то это терроризм
что надо против ввести санкции. Людей надо от голода убивать, от холода. И это они тоже считают демократией. Никогда у западных европейских государств этого не получится. Мы в ближайшем будущем закончим с Украиной, и дальше будем продолжать воевать с теми, кто не согласен с нами. Россия – великая держава. Президент, верховный главнокомандующий Владимир Ильич, самый сильный, мудрый, великий президент и командир. С ним, за его спиной, рядом с ним, впереди, идти воевать, защищая нашу страну, наш народ, это за счастье. Поэтому, кто бы что бы ни говорил, мы идем защищать нашу страну, наш народ. И мы говорим: Россия мощь, Аллах велик, Ахмад сила. Бывший американский морпех-разведчик и военный эксперт Скотт Риттер поблагодарил Чеченскую Республику за оказанное гостеприимство, отметив, что у него остались благоприятные впечатления от региона, и он хочет ими со всеми поделиться. Он также подчеркнул, что рядовые американцы хотят мира, и их желания не схожи с интересами руководства США. Поэтому, чтобы добиться положительного результата, необходимо много работать. Здравствуйте. Большое спасибо. Ваш президент, ваш командир, вашим офицерам и солдат Чечни. Я, извини, мой русский плохо, но я стараюсь. Это мой второй раз в Чечне. Мой первый раз, когда человек говорит: почему вы хотите визит Чечню? Я говорю: надо визит. Почему? Потому что сейчас вся Америка, вся Европа, люди только знают, когда я говорю Чечня, она думает, страшный человек. Но страшно не хорошо, страшно плохо. Это неправда. Когда я визитный, я смотрел чеченские люди. Самые хорошие люди. Люди хотят жить в мире. Люди хотят дружба, все мир. Когда смотрите вы сейчас, вы страшный солдат. Я знаю вашу историю. Я знаю, вы герой Мариуполя. Я знаю, вы герой Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье. Я знаю тоже. Вы мужик, человек, хочет жена, хочет семья, хочет детки, хочет жизнь. Не хочет борьба. Вы не хорошо. Но сейчас работать надо. Вы работаете, страшно работаете. Но главный момент будет, когда война кончилась. И вы вернулись дома, и ружье. До свидания. Жена, семья, детки есть. Это будет главный момент. Это потому, что я здесь. Я хочу работать дружба между Чечней и Америкой. Америка неплохо место. Американские люди, как вы, хорошие люди. Государство – это другой вопрос, это политик. Я не политик. Я солдат, как вы. Я был военный. Я знаю, это страшно, самое страшно. Но иногда надо страшный момент, потому что после страшного момента будет мир. Это самый главный момент, мир. Я думаю, вы будете выиграть вашу работу. Я знаю. И когда все, я хочу, чтобы все чеченские солдаты вернулись дома и нормальная жизнь. Еще один раз большое спасибо. Я очень рад здесь. Я очень рад с вами познакомиться. Большое спасибо. Миротворцы, которые принимают участие в специальной военной операции, находятся на священной войне, защищая интересы, вековые традиции и обычаи не только чеченского народа, но и всех национальностей России, говорит Рамзан Кадыров. Кто не хочет участвовать на этой священной войне, он точно не мусульманин, не мужчина,
и тем более не чеченец. Поэтому мы все должны быть готовы к защите, обороне, а иногда нападать. Поэтому я вас всех, вы знаете, как уважаю, люблю. Мы все вместе выросли, мы все пехота президента страны. Аллаху Акбар! Ахмад! Россия! После во время пресс-подхода глава региона пообщался с журналистами. Он ответил на вопрос, касающийся глупости санкций, введенных западными странами против него, членов его семьи, имущества и не только. У меня 14 детей, и много племянников, не только против меня, против моих племянников, двоюродных братьев, дочерей. Как вы знаете, мою семью, моя семья никогда не лезла в политику, моя мама никогда не выступала по телевизору, моя жена не выступала, тем более дочеря. И лошадь ни в чем не винны, Зазу и другие. Они голодали, в холоде, их держали 8 лет где-то в их условиях. Ну, они интересные, политики, американские и европейские, у них слово «я», честь, достоинство нет, поэтому от них можно все, что угодно ожидать. Они могут внукам, внучкам придумать санкции, но это для нас не страшно. Мы воюем с теми террористами, убийцами, которые не дают жить людям, государствам спокойно. И мы воюем достойно и показываем пример в традиции, обычаи мусульман, людей. Мы не животные. У всех народов всегда была своя культура, свои традиции, обычаи. Они хотят сейчас нас всех загнать одно русло и сделать из нас быдло. У них этого никогда не получится. Глава региона предложил западным чиновникам освободить пленных украинцев в обмен на снятие бесполезных санкционных списков, чтобы они могли вернуться к своим семьям. У меня есть интересное предложение для нашего гостя. Вот у нас есть пленные, которые мы забирали, Донецкий, Луганский. Это я передаю нашему гостю. Пленные, если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей, и ни в чем невинных людей, лошадей, кроме меня. Еще добавить чуть-чуть санкций против меня, то мы этих людей отдадим. А что за люди в списке? Вот. Обращаемся к руководству Соединенных Штатов Америки. Мы украинские военнослужащие, попавшие в плен разных подразделений Это пленные, украинцы. С нами здесь обращаются хорошо, отличной форме, обеспечивают достойные условия проживания. Мы долгое время находимся в плену. Наши близкие обращались во все украинские инстанции, но нас так и не обменяли. И сейчас глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выдвинул условия, что взамен на снятие этих странных санкций в отношении его близких, а также его лошадей и самолетов, на которых он летал, мы будем освобождены. Пожалуйста, снимите эти абсурдные и ни на что не влияющие санкции против несовершеннолетних родственников Рамзана Кадырова, которые вообще не имеют к политике никакого отношения. И отмените эти смешные санкции, объявленные против его лошадей, ведь они ни в чем не виноваты и никак не влияют на безопасность США. Также просим вас убрать из санкционного списка самолеты, которые включены в список только потому, что на них летал Рамзан Кадыров. Тем более, что, насколько мы знаем, эти санкции не мешают ему летать там и тогда, где и когда он захочет. Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома. Неужели наши жизни не имеют для вас хотя бы какую-то ценность, ради которой можно пожертвовать какими-то санкционными списками, от которых в конечном счете ничего не зависит? Пленные у нас находятся. Мы хорошо обращаемся с ними, потому что они бедолаги, они не виноваты на самом деле. Не виноваты моя мама, и жена, и дочеря, и племянники мои. Они никогда не участвовали в никаких политических играх, никогда даже слова не сказали. Я говорю, я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран до тех пор, пока они
не будут менять свою позицию против отношения против нашего государства и против мусульман всего мира. Да. И поэтому против меня ведите все что хотите. Да. Но семью, да, мать, да, не трогайте. Да. Если им важна жизнь этих людей, там, если они хотят объединить семьи, там, если они вот такие хорошие патриоты, пусть поменяют на санкции своих солдат. Американский гость смог лично лицезреть всю мощь чеченских военнослужащих и по достоинству их оценить. Это настоящие профессионалы своего дела, готовые выполнять любые задачи. Об этом наверняка узнают и в западном пространстве. Адам Магомедов, Саидамин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком США Скоттом Риттером посетила мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Им рассказали о первом президенте Чеченской Республики, который ценой собственной жизни победил международный терроризм, и о том, что политик всем сердцем переживал за судьбу своего народа. Валентина Гусевская о впечатлении гостей. Гости в сопровождении помощника главы министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым посетили мемориальный комплекс «Аллею славы». Сначала им рассказали об истории создания мемориала. Затем присутствующие возложили цветы к монументу памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Возложить цветы в память о первом президенте Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова – это честь для гостей региона. Они выразили свое уважение к его истории и культуре, а также к памяти о лидере, который сыграл значительную роль в его развитии. В самом музее мемориального комплекса Скотту Риттеру рассказали о тяжелом периоде для Чеченской Республики, о том, какую роль сыграл в становлении мира первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, о его жизненном пути и его значимости для народа республики. За этим столом собирались ребята, которые не побоялись пойти. Он пришел в политику в очень страшный момент. Вторая война закончилась, разруха, грозные шары в руинах. Ставился вопрос о переводу в другой город, столицу Чеченской. Скотт Риттер – американский военный эксперт, бывший морпех и разведчик военных сил США. Уже второй раз посещает Чеченскую Республику, но первый раз в мемориальном комплексе. В Америке нас атаковали террористы. Мы узнали, что такое терроризм, и мы боролись десятилетиями против террористов. Сейчас в Америке мы не знаем о Чеченской Республике. Мы не знаем вашу историю, не знаем, какую роль Ахмат Хаджи сыграл в борьбе с терроризмом. Я думаю, этот музей вернул его к жизни. И я думаю, что о личности Ахмата Хаджи Кадырова должны знать все. Завершая посещение мемориального комплекса, Скотт Риттер оставил памятные слова в книге пожеланий. В программу визита также входило посещение телеканала ЧГТРК «Грозный». Гостям региона показали фильм об истории возрождения Чеченской Республики. По словам гостей, цель поездки была рассказать в Америке о России в полном объеме и развеять стереотипы. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Региональный избирательный штаб кандидатов в президенты России Владимира Путина в Чеченской Республике отправил в Центральный избирательный штаб подписные листы. По закону кандидату нужно собрать свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей по всей стране. Чтобы исключить ошибки и претензии избиркома, в штабе провели тщательный отбор подписанных листов, оставив подходящие под необходимые параметры, заявил доверенное лицо Владимира Путина Хусейн Салтагиреев. Первую партию подписанных листов отправили на самолете в обязательном сопровождении. Мы все эти последние дни занимались сбором подписей, поддержку кандидата в президента Владимира Путина. Наши сборщики поработали очень активно, ответственно. И буквально последние часы мы занимались тем, что мы проверяли, перепроверяли собранные подписи на предмет соответствия заявленным требованиям. Еще раз убедились, сборщики подписей у нас очень люди ответственные, грамотные и, конечно же, добросовестно отнеслись к возложенным на них обязанностям. И вот, убедившись, что наши собранные подписи соответствуют требованиям, мы вот первую партию сегодня отправляем в Центральный штаб, и они будут доставлены нашими представителями. В грозинских кинотеатрах показывают продолжение одной из культовых отечественных комедий. Сюжет кинокартины «Холоп-2» напоминает сказку о Золушке, но только в современной интерпретации. Пройдя множество испытаний, Екатерина не просто попадает из деревни в высшее общество, но и превращается в настоящую леди. Повествуется и о внутренних переживаниях Гриши. Мадина Кураева, как оценили комедию зрители.
Разгар новогодних каникул. В прокате сразу два отечественных фильма «Бременские музыканты» и продолжение нашумевшего кино «Холоп 2». Все билеты раскуплены, зрители наслаждаются просмотром. Премьера состоялась 1 января. В Грозненском кинотеатре фильмы транслируются ежедневно по 12 раз. Спрос высокий, практически всегда забитые залы, люди приходят, особенно «Холоп 2». Первый всем понравился, там собрал кассы, ставил рекорд и так далее. Сколько еще будет прокатить, но я думаю, еще месяц и тот этот фильм будет. Социальная несправедливость, семейные ценности и спасение души. Фильм «Холоп» уже известен многим. В новой кинокартине главный герой Гриша, бывший мажор, побывавший холоп и ставший человеком после путешествия в прошлое, чутко реагирует к любой несправедливости. И, конечно, не можем пройти мимо беспредела, который на этот раз творит наглая, избалованная Катя. Вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени. Героиня Катя – избалованная дочь чиновницы, которая ничего не стоит нахамить кому-то из окружающих. Ее перевоспитаниями займется главный герой, великолепно сыгранный сербским актером. Сначала она производит отталкивающее впечатление, потому что она не пускает никого к себе в сердце. Она вот когда-то закрылась и решила, что так существовать легче, потому что так ей никто не причинит боли, она никого не пускает в сердце. И вот как раз с этой проблемой в фильме и будут бороться. Зрители остались под яркими впечатлениями. Каждый смог посмотреть на блестящую игру своих любимых актеров. Воспитательная часть там тоже присутствовала. Очень интересный был фильм. Актерский состав мне очень понравился. И самое главное, мне понравился, как играл Милош Бикович. Фильмы сняты при участии телеканала «Россия». Кинотеатры Чеченской Республики приглашают зрителей погрузиться в мир приключений, любви и настоящей дружбы. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Удачи!